Посмотрел ролик этого человека. Насколько я знаю, он сейчас находится в Украине, принимает участие в боевых действиях против России. Ролик, честно говоря, меня удивил. Он призывает людей к единству на основании того, что мы являемся одним чеченским народом, обращается к путинским тузикам как к своим братьям, призывает относиться к ним с почтением и уважением. То ли он слишком наивный, то ли он хороший актер. Возможно, этот человек искренен, и он хотел только блага этим своим выступлением, но он абсолютно неправ и находится в заблуждении. Какое единство и братство может быть с национал-предателями и предателями религии? Да, они тоже чеченцы, к сожалению, но это не делает их нашими братьями. Они предали нас, продались русским и стали их рабами. Это преступники без чести и достоинства. Они не имеют к нам отношения, а мы не имеем отношения к ним. Они вероотступники, и это является главной разделительной чертой между нами. Лично я от них всех отрекаюсь. Не могут быть едиными черное и белое, предательство и честь, добро и зло, куфр и единобожие. Это взаимоисключающие вещи. Те, с кем этот человек предлагает объединиться, являются хуже, чем российские оккупанты, и даже хуже самой сатаны. Это должен понимать любой здравомыслящий человек. Необходимость разделения с предателями религии и народа является самой целью шариата. Шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил, что необходимо отличаться даже в одежде от заблудших людей, чтобы внешнее сходство не приводило к внутреннему дружелюбию с этими людьми, а что тогда говорить о единстве с предателями? Предатель – это есть предатель, даже если он твой отец. Пользуясь случаем, хочу призвать чеченцев порицать такие призывы, пресекать их на корню. Это весьма опасные заблуждения, и приведут они к очень плохим последствиям. Нам нужно братство и единство с теми, кто следует прямым путем, а не с предателями религии, которые кланяются в ноги тому, кто хорошо им заплатит.